Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационная программа «Новости», в студии Наргиз Абдурахман. Сегодня председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Шукурджон Сухуров встретился с председателями комитетов по обороне и безопасности парламентов государств-членов ОДКБ при Совете парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности и постоянной комиссии парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности. Сотрудничество в рамках парламентской ассамблеи ОДКБ придает важный импульс реализации национальных интересов и позволяет противодействовать международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, торговле людьми, незаконной миграции, транснациональной организационной преступности и в целом обеспечивать безопасность и стабильность в регионе. Сегодня также состоялось совместное заседание координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов государств-членов ОДКБ при Совете парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности и постоянной комиссии парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности. В Таджикистане на свободу начали выходить заключенные, которые попали под амнистию, объявленную лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном в честь 25-й годовщины принятия Конституции страны. Тему продолжит Зумрат Файзиева. 25 октября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подписал закон Республики Таджикистан об амнистии. Настоящий закон был представлен 16 октября текущего года президентом Республики Таджикистан в соответствии с принципом гуманизма и в честь празднования 25-летия Конституции Республики Таджикистан в Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли. Уже 27 октября более 1000 амнистированных вышли на свободу. Рано утром из исправительного учреждения ЯС-3-12 Главного управления исполнения уголовного наказания Министерства юстиции Республики Таджикистан из 150 заключенных отправились на свободу 60 несовершеннолетних. Из исправительного учреждения ЯС-3-7 вышли на свободу 47 человек. Из исправительного учреждения ЯС-3-8 Главного управления исполнения уголовного наказания Министерства юстиции Республики Таджикистан на свободу вышли 164 женщины. Спасибо нашему лидеру нации за его инициативу. Я так рада, что вышла на свободу. В тот же день 793 человека были выпущены из исправительного учреждения ЯС-3-6. Из них 191 человек – жители Хатлонской области, 275 – жители Сагдийской области, 25 из Горно-Бадахшанской автономной области, 134 душанбинца, 168 человек из районов республиканского подчинения. Попавшие под амнистию граждане, в том числе иностранные, выразили свою признательность за столь гуманную инициативу лидера нации. 28 октября из исправительного учреждения номер 4 города Душанбе было выпущено на свободу 558 человек. Из них 300 человек были осуждены за участие в деятельности экстремистских или террористических сообществах или за их пропаганду. Новый закон об амнистии будет применен в отношении свыше 20 тысяч человек. Соответствующие органы должны в двухмесячный срок полностью реализовать закон и представить подробный отчет президенту Республики Таджикистан. Отметим, что с 1992 года до настоящего закона было амнистировано более 120 тысяч человек. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, Мехрузи Джума, телевидение Таджикистан. Безрассудное поведение на дороге, легкомысленное отношение к безопасности и к закону, агрессия и неуважение к другим участникам дорожного движения – это те причины, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям и непоправимым в результате их совершения последствия. Работники столичного управления ГАИ в течение месяца ежедневно проводили рейды на дорогах города Душанбе и выяснили основную причину большинства транспортных пробок. Об этом следующий сюжет. В настоящее время на дорогах Душанбе
часто фиксируются нарушения правил дорожного движения, которые влияют на общую транспортную дисциплину и способствуют образованию автомобильных пробок, мешающих нормальному функционированию общественного транспорта столицы и, как следствие, вызывают недовольство граждан и других водителей. Работники столичного управления ГАИ в течение месяца ежедневно проводили рейды на дорогах города Душанбе и выяснили, что в последнее время большинство водителей легковых автомобилей, игнорируя правила дорожного движения, чтобы забрать пассажиров, останавливаются на втором и даже на третьем ряду, на пешеходах, на встречной полосе, на перекрестках и других не предназначенных для этого местах, тем самым создавая препятствия другим участникам дорожного движения. Данные нарушения не только создают автомобильные пробки, но и могут привести к несчастным случаям. Таким образом, необходимо формировать у всех участников дорожного движения правосознание и культуру поведения на дорогах столицы. Работники столичного управления ГАИ МВД Республики Таджикистан убедительно просят всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, а также нормы этики и эстетики на дорогах столицы. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, телевидение Таджикистан. Сегодня, 28 октября, юношеская сборная Таджикистана проведет свой первый матч на чемпионате мира 2019 в Бразилии. Соперником подопечных Зайниддина Рахимова будет сборная Камеруна, которая в этом году стала победителем юношеского кубка африканских наций. Встреча пройдет в бразильском городе Кариасике и начнется 20 часов по местному времени. Стартовый свисток рефери ФИФА Ника Олдерна из Новой Зеландии прозвучит в 4 часа утра по душанбинскому времени 29 октября. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. До новых встреч!